Уже много лет, несколько раз в год в АГУ проходят научные конференции. Раньше, после пленарного заседания, участники расходились для работы в секциях. В этом году ремонт в ВУЗе нарушил все планы. Разделение на секции не произошло, и участники конференции работали совместно. Но, как выяснилось, это и помогло многим понять, насколько интересна детальная работа секции. С другой стороны, это даже лучше, на мой взгляд. Почему? Потому что когда секционно это проводится, прослушать и сделать свои выводы удается только фрагментарно. Сегодня это 4-я конференция у юристов. До этого мы еще 3 конференции провели на 3 факультетах. Еще предстоит. И я думаю, что это будет такая проба сил. Почему? Потому что я за последние 20 лет имею такую великолепную возможность прослушать и сделать свои какие-то собственные выводы. Далее будет еще и целая серия конференций уже студенческих. И я думаю, что какие-то результаты мы будем потом уже обсуждать. И я надеюсь, что мы будем выходить на другие рубежи, на другие уровни. Во всяком случае, такая задача стоит. На конференции рассмотрели современную судебную реформу, новое трудовое законодательство, принцип разделения властей на примере нашей страны, а также тему «Женщина и политика. Взгляд изнутри». История университета, она огромна. Там несколько конференций уже состоялись в стенах нашего университета. План мероприятий, он очень огромен. Студенческая отдельно проходила уже, еще оно будет продолжено. Я считаю, что научные конференции – это самое главное направление в развитии нашей страны, нашего университета. И мы, как завкафедрой, вообще все наши ученые, нашей кафедры совместной всего юридического факультета – это традиция. И осенние конференции, и весенние конференции, и студенческие, и профессорско-преподавательского состава. И мы готовы сегодня также начать в этом направлении работу. Подобные конференции уже добрая традиция Абхазского государственного университета. И, как всегда, все они проходят на высоком уровне. После представления докладов участники конференции обменялись мнениями и планами работы в этом направлении. Нисфа Аршба, Саид Айба, Абхазское телевидение.